Уважаемые телезрители, коллеги, друзья, добрый день. С вами в студии Беруля Олег, тендерный эксперт в сфере государственных торгов. Спасибо телеканалу Милет за выход второй передачи, посвященной государственным закупкам. В рамках передачи мы будем отвечать на вопросы, касающиеся государственных закупок, на вопросы поставщиков, вопросы заказчиков. Я постараюсь структурировать их, я уже об этом говорил. Вопросы будут структурированы именно как для заказчиков, так и для поставщиков, как по 44-му федеральному закону, так и по 223-му федеральному закону. Итак, дорогие телезрители, приступим к вопросам. Хотим начать участвовать в торгах для субъектов малого предпринимательства. У нас есть выписка из реестра малых предприятий. Достаточно ли этого? Нет, друзья, этого недостаточно. Для того, чтобы принять участие в торгах для субъектов малого предпринимательства, нужно заполнить декларацию и подать декларацию о соответствии тому, что компания соответствует субъектам малого предпринимательства, и подать эту декларацию вместе со своей заявкой. А уж подавать, соответственно, выписку из реестра вместе со своей заявкой и с декларацией, ну, это, соответственно, дело ваше. Самое главное, чтобы в составе вашей заявки была декларация. Мы первый раз участвуем в запросе котировок. Заказчик, бюджетное учреждение, требует, чтобы мы приложили выписку из ЕГРЮ и заверенную копию годового баланса. Имеют ли право они требовать это? Друзья, нет, требовать это они не имеют. У нас есть часть 3 статьи 73 44 ФЗ, которая четко трактует все документы, которые подаются в составе вашей котировочной заявки. И если заказчик требует какие-то документы, не входящие в список, указанный в этой статье, а ЕГРЮ и бухгалтерский баланс у нас не входят в этот список, соответственно, данное требование будет незаконно. И вы, в свою очередь, можете либо подать запрос на разъяснение, либо жаловаться в ФАС, так как это требование незаконно. Мы выиграли электронный аукцион по 44-му федеральному закону. В качестве обеспечения контракта оформили банковскую гарантию и отправили ее заказчику. А он ее не принимает. Говорит, что гарантии нет в реестре. Кто отвечает за то, чтобы гарантия оказалась в реестре? Банк или победитель аукциона? Ну, давайте для начала я объясню, что подразумевается под словом «реестр». Когда у нас потенциальный победитель платит обеспечение контракта, он может либо заплатить его деньгами, либо заплатить его банковской гарантией. При этом банковская гарантия по требованиям 44-го федерального закона в обязательном порядке должна быть в реестре банковских гарантий. Этот реестр у нас ведется на сайте Закупки.gov. Все данные в этот реестр о банковских гарантиях подают сами банки, которые выдают эту банковскую гарантию. Соответственно, в этом случае, если банк вам выдал банковскую гарантию и вы сами отправили ее заказчику, это будет неправильно. Заказчик сам ее должен увидеть в реестре банковских гарантий, а туда ее должен подать банк. Соответственно, если банк туда не подал банковскую гарантию, в принципе, ему за это ничего не будет. Вы, в свою очередь, должны следить за тем, чтобы выданная вам банковская гарантия подалась банком в реестр банковских гарантий. Если банк этого не сделал, вам нужно, соответственно, задать вопрос банку. И еще один момент, дорогие телезрители, вы должны понимать, если банк не подал банковскую гарантию в реестр, ему за это ничего не будет. Но вы попадете в реестр недобросовестных поставщиков, потому что заказчик эту банковскую гарантию не примет, и она не будет считаться обеспечением контракта. Поэтому телезрителю рекомендую обратиться в банк и узнать, почему банковской гарантии нету в реестре. Следующий вопрос. При выполнении нашего первого государственного контракта допустили задержку поставки. Какой порядок взыскания пеней по задержке поставки? Когда исполнитель должен их перечислить? До оплаты контракта заказчиком или после? Дорогие телезрители, ну, во-первых, хочу сказать, что у нас в рамках 44-го ФЗ предусмотрено постановление 1063, именно в котором прописан алгоритм накладывания штрафов
пеней на заказчика и на поставщика. Соответственно, если поставщик каким-то образом просрочил поставку, то в соответствии с постановлением 1063 на такого поставщика будет наложена пеня. А вот каким образом ее платить, либо поставщик ее может оплатить сам и не дожидаться оплаты заказчиком, либо заказчик эту пеню может вычесть из суммы, которую он оплатит поставщику за выполнение государственного контракта. Это может быть предусмотрено либо в самом государственном контракте. Если этого в государственном контракте не предусмотрено никаким образом, тогда просто если поставщик не оплачивает эту пеню сам, значит, он должен быть готов к тому, что заказчик эту пеню вычтет из государственного контракта. И поставщик получит оплату государственного контракта за вычетом этой пени. Мы оформили электронную подпись не на генерального директора, а на сотрудника тендерного отдела. Скажите, правильно ли в этом случае указывать в тексте договора в лице генерального директора, действующего на основании устава, учитывая, что контракт подписан электронной подписью другого человека? Или нам лучше указать лицо, на которое оформлена электронная подпись? Нет, конечно же, вы поступаете неправильно, и в данном случае говорить про генерального директора, который действует по уставу, не следует, так как действительно ЭЦП у вас выписано на другое лицо, действующее по доверенности. Таким образом, вы и должны указывать, что ссылаться на это лицо, которое действует по доверенности. Но может быть такой случай, что заказчик уже прислал вам контракт, и вы, соответственно, видите в самом контракте, что заказчик ссылается на директора, который действует на основании устава. Соответственно, вам нужно в данном случае просто написать протокол разногласий к контракту, в котором указать, что контракт будет подписывать лицо, действующее на основании доверенности. И ЭЦП будет именно на это лицо. Экспертиза поставляемого товара требуется ли во всех случаях осуществления закупок или нет? Действительно, тоже хороший вопрос. Ну, это новелла 44-го федерального закона. Экспертиза у нас будет осуществляться при выполнении абсолютно любого государственного контракта. При этом экспертиза у нас либо проводится силами самого заказчика, либо она проводится силами привлекаемых экспертов. Тут уже, соответственно, сам заказчик решает, каким образом провести ему экспертизу. Где необходимо получить сертификат электронной подписи для работы в рамках 44-го федерального закона? Ну, для начала нам нужно с вами определиться, о какой ЭЦП идет у нас речь. ЭЦП – это электронная цифровая подпись. А ЭЦП для заказчика, либо ЭЦП для поставщика. Потому что ЭЦП для заказчика получается в федеральном казначействе. А вот ЭЦП для поставщика у нас получается в удостоверяющем центре. Но это происходит следующим образом. Вы приходите в удостоверяющий центр, подаете список документов, которые требует у вас удостоверяющий центр. И после этого в течение нескольких дней вам изготавливается ключ ЭЦП, вы его получаете и в дальнейшем можете принимать участие в электронных аукционах по 44-му ФЗ и 223-му федеральному закону. Следующий вопрос. Заказчик отклонил нашу заявку в электронном аукционе. Правомерно ли он поступил, если в ТЗ было указано время оказания услуги октябрь-ноябрь, а мы в своей заявке написали ноябрь-декабрь? Если да, то на основании чего? Значит, ваша заявка отклонена правомерно. Почему? Потому что ваша заявка не соответствует требованиям документации. Все поставщики должны понимать, подавая свою заявку, эта заявка должна полностью соответствовать требованиям документации. Если заказчик просит октябрь-ноябрь, значит вы должны указать в своей заявке, что выполните услугу или поставите товар октябрь-ноябрь. Ну никак, не ноябрь-декабрь и не декабрь и январь. Имеет ли право государственный заказчик отклонить заявку на участие в открытом аукционе на основании того, что нами не была использована форма аукционной заявки, размещенная заказчиком на официальном сайте, а была составлена своя форма с включением в нее условий заказчика?
Действительно, очень часто бывает, что заказчики отклоняют заявки, потому что заявки предусмотрены не по форме, предусмотрены заказчиком. Но, уважаемые телезрители, по 44-му федеральному закону заказчик не имеет права требовать какую-то свою форму. Это не предусмотрено законом. Поэтому, если вас отклонили за то, что ваша заявка не по форме заказчика в электронном аукционе, именно в электронном аукционе, имейте в виду, что это неправомерно. Форма в 44-м ФЗ в электронном аукционе не предусмотрена. Следующий вопрос. Мы выиграли торги на поставку промышленного оборудования. По договору срок поставки 1 месяц. Оказалось, что некоторое оборудование, предусмотренное техническим заданием, производится только одним заводом, а у них очередь 3-4 месяца. Как перенести срок исполнения контракта, ведь от нас здесь ничего не зависит. Уважаемый телезритель, подписывая госконтракт, вы изначально соглашались на условия поставки. Поставка – это существенное условие контракта. Соответственно, сейчас уже каким-то образом можно пенять только на себя. Подписав контракт, вы согласились со всеми условиями. Раз вы согласились со всеми условиями, то вам придется, соответственно, их выполнять. В данном случае, я так думаю, что у вас будет просрочка поставки, и вы, в свою очередь, на вас будет наложена пеня заказчиком, и в зависимости от того, какая будет просрочка, такой будет размер пени. А на будущее, если вы подписываете контракт, четко смотрите, сможете ли вы поставить товар, сможете ли выполнить вы услугу, и в состоянии ли вы это сделать, иначе потом будут какие-то финансовые потери. Заказчик в рамках электронного аукциона по 44-му федеральному закону потребовал, чтобы участник в составе заявки представил расчет цены. Правомерно ли это? Нет, неправомерно. Расчет цены в своей заявке участник предоставлять не должен. Именно расчет, то есть цену должен, расчет цены не должен. Расчет цены у нас делает сам заказчик, когда формирует начально-максимальную цену контракта. А с вас расчет цены по 44-му федеральному закону он требовать не может. А вот если это процедура в рамках 223-го федерального закона, то там расчет цены может быть потребован. Но главное, не путайте. Расчет цены, это не о цене идет речь. Цену вы должны предоставить там в котировочной заявке, в запросе предложений. Вот, а расчет цены нет. Мы являемся участником конкурса и предложили срок выполнения контракта меньше минимального. Могут ли нас за это отклонить? Уважаемые телезрители, могут. Я понимаю, меньше минимального это тоже хорошо, но это не соответствует документации. И несмотря на то, что вы, казалось бы, предложили условия лучше, меньше минимального, но это не соответствует документации. А раз не соответствует документации ваша заявка отклоняется. Поэтому вы должны еще раз предложить условия такие, которые требуются в документации, а не меньше или больше и так далее. Итак, друзья, на сегодня у нас все. С вами в студии был Бируля Олег. Спасибо за внимание. До новых встреч.